Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Для кого вы самая желанная женщина на свете? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, как интересно. Что-то как-то вы себя плохо чувствуете сейчас, да? Так, для кого вы самая желанная на свете? Мои хорошие, учтите, что отсыпочка у нас общая, да, и принимайте информацию для себя. То, что я вижу, мне очень нравится. Вы самая желанная женщина на свете для того, кто в вашем сердце, в вашей голове. Человек, который вам, например, нравится, симпатичен, о ком вы думаете, либо с кем у вас любовь, да, с кем любовь, с кем чувства, кто в браке, например, находится. То есть у вас идет абсолютно зеркальная ситуация и взаимная ситуация. То есть любите вы, любят вас. Нравится вам, желают вас. Вот как-то так идет. Здесь вот прям ответно, все ответно. Только единственное, что меня смущает, что сейчас это как-то сложно, ну, я не знаю, может быть, вам сложно общаться, может быть, между вами какое-то пространство, дистанция, какие-то третьи люди могут быть между вами. Вот эта помеха мне, конечно, не нравится. Так, давайте я на оракуле посмотрю на вас, на мужчину, и посмотрю на эту помеху, что это такое. Прямо между вами как клин стоит, да, не позволяет вам жить, любить и наслаждаться друг другом. Да. Так, мужчина, вы и то, что мешает. Мужчина, господи, тут карта бланки вышла ваша. Боже, ну я же сказала, да, у кого ответные чувства, помеха, ну понятно. Так, ладно, давайте начнем с мужчины. Карта бланки — это ваша карта. Карта женщины. Мужчина, который живет вами. Вы для этого мужчины не просто желанны, вы свет и смысл его жизни, ни больше, ни меньше. То есть человек уже посвятил свою жизнь вам и только вам. Вас он выбирает, с вами он хочет быть, вас он любит, о вас он мечтает, вас он желает. Он на каком-то интуитивном уровне понимает, что вы его половинка, что лучше вас, да не то чтобы лучше вас, да, в принципе, ему кроме вас никого больше и не надо, ни на кого он не хочет ни смотреть, и ни думать ни о ком не хочет. Вообще даже неприятный, да, неприятен этот момент там, общения с другими женщинами. Вот, глаза только на вас смотрят. Вы покорили этого человека целиком и полностью. Да, по тузу пиковому могут быть какие-то острые моменты с вами, но у одних отыграется, что вы могли сильно там разругаться. Да, любя друг друга, вы могли разругаться, расстаться, ну, натворить делов, одним словом. Оба гордые, оба противные, сложно идти на сближение. Да. Каждый думает, нет, не я, пусть другой попросит прощения. У других отыграется, что между вами действительно какая-то серьезная дистанция, серьезное расстояние, и в моменте здесь и сейчас вы быть не можете. И это больно для него, и это больно для вас. Также, как я и сказала, да, могут быть помехи от третьих лиц, когда, ну, например, кто-то из вас не свободен, когда семья может быть против, да, и ну, все-таки семья, она есть семья, там они могут и надавить, и пошантажировать, что угодно могут сделать, да, и это прям такая болька между вами. Но это все проходящее, это все решаемо. Смотрите, тут птицы полетели, да, у вас общение будет, обязательно будет, и вы друг другу обо всем еще скажете.
скажете и расскажете. У человека преобладают женские энергетики. Но опять же, это может быть потому, что он любит вас и живет вами только. А у других отыграется, что человек сам по себе очень нежный, очень романтичный, очень чувственный. Да? Ведь женщины, они очень чувственны. Вот. Мужчинам эта опция недоступна, либо малодоступна. Вам повезло, у вас очень чувственный человек. Мне вообще идет, что он какой-то прям такой романтик с большой буквы и очень талантливый человек. Хотя, если на внешность посмотришь, там, на его повадки, скажешь, да нет, брутал, харизмат. А внутри очень романтичный, очень нежный. Девочки, он вами живет. Ну что я могу сказать? Так, по поводу вас. Ну, у вас любовь к этому человеку, да? Он вами любим, либо вы думаете о нем и готовы его полюбить. То есть человек у вас в голове, человек у вас в душе, человек у вас в сердце. Есть интерес, понимаете, ответный интерес к этому человеку. Как я говорила, отсыпка общая. У одних вы любите этого человека, страдаете по этому человеку, ждете этого человека. А у других вы испытываете глубокую симпатию, да, в надежде, что вот человек двинется в вашу сторону. При этом вы ничего не делаете, вы просто сидите и ждете. Любовь, понимаете? С этим человеком вам суждено обрести настоящую, искреннюю, чистую любовь. Да, у вас будет выбор: идти в эту любовь, либо отказаться от нее. Каждая, конечно, будет решать сама. У всех разные жизненные обстоятельства. Да? Я не берусь тут советовать или рекомендовать. Это ваш выбор. Но если вы выбираете этого человека, счастью в любви не будет ни пределов, ни границ. Поверьте, вы не пожалеете о своем выборе. Помеха. В помехе карта Дом. Да, я сразу подсмотрела, и все стало ясно. В принципе, я так и предполагала. Возможно, мужчина не свободен, да, и как бы его семья мешает вашему счастью, мешает ему движению, его движению в вашу сторону. Возможно, вы не свободны, да, и у вас есть муж, который является очень серьезной преградой на вашем жизненном любовном пути. Да, не на жизненном, но на любовном. Также, да, как я и говорила, семья может быть против. Ваша семья, либо его семья. Возможно, даже вы принадлежите к разным национальностям, к разным религиям. И тут тоже могут быть очень серьезные загвоздки, проблемы. Опять же, живете вы в разных домах. Кто-то живет в разных, даже, не знаю, городах, разных странах, на разных континентах. И это может быть загвоздкой, проблемой. Но настоящей любви, настоящим чувствам, нет такого, да, чтобы можно было запретить или не дать. Рано или поздно любовь берет свое. Как правило, любовь всегда побеждает, даже в самых сложных и тупиковых ситуациях. Главное, чтобы было обоюдное желание эту любовь выстраивать. Если оно есть, чего вам бояться? Да? Вот смотрите, очень прикольный триплет получается. Это если прочитать его для вас, как ваше будущее. Идете вы, очень прекрасно, идет ваш прекрасный дом и любовь на всю жизнь. Не чудо? Чудо, девочки, чудо. Так, давайте теперь по основным знакам отсыпки пройдемся. Здесь очень много тоски, очень много слез, очень много переживаний. Слезы могут быть как и физическими, да, человек от боли может плакать, то есть он вас любит, он вас желает, но вы ему недоступны, и он сидит там и рыдает над вашей фотографией, да, либо содержа в уме ваш образ. Опять же, вы можете тоже страдать по этому человеку, обижаться, говорить: ах, ты плохой, ты там не приходишь, ты на меня внимания не обращаешь, да, никак себя не проявляешь. Еще я вижу со стороны мужчины какую-то глупость. Глупость, которую он себе простить не может. Где-то он себя неправильно повел. Где-то он совершил просто фатальную, на его взгляд, фатальную ошибку. Знаете, как вовремя там не проявился, вовремя не сказал о своих чувствах, вовремя не сделал вам предложение. Да? То есть он что-то мог сделать, он этого не сделал, и теперь он очень сильно об этом сожалеет. Хотелось бы, конечно, назад вернуться в прошлое, но это невозможно. Невозможно. Знаете, вообще идет такая информация, что ему как-то сложно даже какие-то знаки вам подавать. Может быть, там за ним следят, наблюдают, либо у него в принципе доступа к вам нету в данный период времени. Либо он
знаете, как себе там слово дал, что да, я все скажу ей в лицо. И он там сидит, молчит. Пока нет возможности с вами встретиться, он сидит, молчит. Кстати, у кого-то отыграется, что, возможно, вы этому мужчине что-то такое сказали, там, запретили к себе подходить, и он теперь ходит и страдает. Но так тоже может отыграться. Но мужчину вы 100% знаете, о ком я говорю. Многие уже догадались, о ком я говорю. А могу лишь только подтвердить, что да, это он. Кто не догадался, тогда это не ваша отсыпка. Если вы никому не испытываете чувств, пусть даже там номинальных, типа симпатии, но это не ваша отсыпка. Серьезно вам говорю. Так, смотрите, что я вижу. Вот эта преграда, чем бы она ни была, кем бы она ни была, что бы это ни было, она уже начинает понемножечку раскачиваться, и на ней уже какие-то, видите, ну, как выбоины, трещины пошли. То есть еще какое-то время эта ситуация продлится, травмирующая ситуация, по крайней мере для мужчины 100%, а потом идет обрушение вот этого вбитого между вами кола и освобождение до открытия пути. Мужчина здесь у меня по знаку победителя сразу мчится в вашу жизнь. Мчится очень сумбурными какими-то словами, предложениями. Вы сразу не поймете, да, что он там хочет, что он предлагает вообще, что происходит. Еще мне нравится, что мужчина осыпет вас из какого-то рога изобилия. Опять же, это могут быть предложения, это могут быть какие-то конкретные действия, могут быть подарки и могут быть деньги, да, как в виде финансовой помощи. Просто он вас засыпет из этого рога изобилия. Девочки, хотите вы его там, может быть, сомневаетесь, неважно. Важно, что он настолько сильно вас удивит, что вы не сможете сказать ему нет. Потому что ни один мужчина в вашей жизни вот не был с вами столько щедрым, столько добрым, столько заботливым и столько ласковым. Вот ну не было. Да, дарили подарки, да, помогали финансово. Но так, чтобы прям с рога изобилия засыпать, честно себе скажите, было такое? Если было, напишите в комментариях. Я хочу знать, что есть такие счастливые женщины, кого обсыпают из рога изобилия. Так, девчонки, кто сейчас действительно не свободен, у кого есть другой мужчина, может быть, вы в семье живете, да, мужчина может быть сын, не только муж, но и сын, и вы так переживаете, вы думаете, о боже, ну вот как, да, вот как все сложится, как все будет. Девочки, он полюбит вас, он полюбит вашего ребенка. Если вы сейчас не свободны, вот этот мужчина, он настолько, я уже говорила, да, он и чувственный, и интересный, и талантливый, он настолько деликатный, поверьте, он может даже вашего мужа, ну, не знаю, загипнотизировать, там, уговорить, заговорить, даже может как-то с ним подружиться. Ну вот правда вам говорю, это будет так удивительно для вас. Вы будете хлопать глазами и говорить, а как это может быть? У меня же там муж агрессивный, там, псих и прочее, прочее. А тут он даже с ним как-то может даже задружиться, подружиться, втереться в доверие и потихонечку вас увести из семьи, да. Так тоже может. Ну, кого-то прям 100% так и отыграется. Да, это будет не завтра, но это точно будет. Так, если мужчина сам не свободный, ну, это ненадолго. Вот как хотите, это ненадолго. Как бы там его ни держали, чем бы его там ни путали, на цепи не сажали, он оттуда сбежит. Сбежит не в ночи, не втихую, а с гордо поднятой головой, шагая в вашу сторону. Да, там уже никто его не остановит. Он принципиальный. Если решение принял, его озвучил, и ему, как говорится, все равно, кто согласен, кто не согласен. Это ваши проблемы. Если проблема в семье, да, там родители не разрешают, там, ну, ваши родители тут 100% он уговорит, тоже как и к мужу, так и к родителям вотрется в доверие. А если с его стороны, ну, еще раз говорю, да, он своего добьется. Без вас жизнь не мила, вы понимаете? У нас тема была, кто вас желает. Желание – это про интимную близость, да, это, возможно, даже про какие-то другие моменты, не столь важные. Но нам здесь показывают любовь, да, нам здесь показывают настоящую любовь, да, жизнь на одном дыхании, в унисон. Вот что нам показывают. Поэтому, мои хорошие, нет, его уже никто не остановит. Единственное, что вы можете его остановить своими реакциями. Там, когда вы будете холодная, когда вы будете обидчивая, когда вы там, будете от него отворачиваться, да, это может его останавливать. Но опять же, он такой целеустремленный, он и к вам будет втираться в доверие на самом деле.
Да, я вижу, что вы будете вместе. Вижу, это идет по судьбе. Как долго, в каком качестве, этого не показали, к сожалению. Единственное, что точно могу сказать, что это ситуация по судьбе. Вот по судьбе вам было встретиться, по судьбе вам было испытать симпатию друг к другу, кому-то влюбиться. И по судьбе вам какой-то период, да, прожить, пробыть вместе. У кого-то это будет короткий период, а кого-то период длиною в целую жизнь. Девочки, вы все разные, и каждый будет решать, выбирать сам. Может быть, вы зашли на мою цыпку, смотрите на мужчину, который вам, ну, там, не знаю, там, понравился, а при этом у вас хороший муж рядом сидит. И, конечно, менять хорошего мужа на симпатию, ну, оно как бы того не стоит. А есть наоборот девчонки, которые любят всем сердцем, всей душой, и очень обижены, что мужчина там как-то не проявляется, не реагирует. Вот вы зашли для того, чтобы узнать, что все будет, потому что он любит вас так же сильно, как и вы его. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.